совестью можно договориться. С Ютубом никогда. Хутка дзень волі, а ти маєш годний прикид? Калі не, то заходь на Советскую 55 в Берасті. Выбор ФО. Добрый день, шановное господарство. У эфиры весновые драники, тому не забывайте ставить подобайку. Мы починаем! Першае пытанне, якое нам прыйшло ад жыхара вёскі Хабы. У мяне велізарнае пытанне да ініцыятыўнай групы. Чаму вы не даеце веры заключэнню дзяржаўнай экалагічнай экспертызы, якое з'яўляецца палажытельным, то бок добрым? Якія падставы у вас ёсць не давяраць дзяржаўнай экспертызе? Адкажа на гэтае пытанне детский лекарь Владислав Абрамович. Мы много слышали про положительное заключение государственной экологической экспертизы. Но, к большому сожалению, мы его не видели. Мы не видели, какие расчеты были проведены в этой экспертизе, какие методики были использованы, на основе каких данных сделаны были эти расчеты и как были получены эти результаты. Кто был тем неведомым экспертом, который получил этот очень удобный для заказчика результат. К сожалению, такую экспертизу нельзя назвать научной экспертизой. Она в корне противоречит научному методу. Потому что важнейшей составляющей научного метода является объективность, то есть исключение влияния субъективных факторов. Ученый должен, который действует по научному методу, должен документировать всю свою работу и опубликовывать то, что он делал, то есть какие данные использовал, какими методами он пользовался, какие он расчеты проводил, чтобы это возможно было проверить любому другому ученому, который от него абсолютно независим, который может находиться в другой стране. Но результат научной работы должен легко воспроизводиться в другой обстановке, в другой лаборатории, другим ученым, на тех же исходных данных. Нельзя полагаться на веру в любого суждения, вынесенного любым авторитетным ученым, если его невозможно проверить. То есть основополагающий принцип науки, то что любая гипотеза, любое высказывание, любое суждение должно и может подвергнуться проверке. То есть его можно либо подтвердить, либо опровергнуть. Высказывания, которые в принципе опровергнуть нельзя, не могут быть научными. Это уже будет раздел просто веры. Предыдущий опыт показывает, что заключением государственной экологической экспертизы на слово верить абсолютно нельзя. То есть в расчетах были замечены простые математические ошибки. Их исправление приводило к значительным изменениям конечных результатов. То есть простой пересчет из грамм секунды в килограммы или в тонны в год не сходился в таблицах предыдущей экспертизы. Но это никак не было принято во внимание. Я звычайная вясковая жанчына. Інстытутаў не скончвала, але чытаць кніжкі, навуковыя труды ў мяне няма часу і разумення. Калі ласка, вы можаце растлумачыць простому працоўнаму чалавеку, у чым ёсць шкода ад свінца, чаму ён небяспечны і чаму стаіць такой гамон вакол гэтага завода АКБ, які будуецца каля нас там пару кіламетраў. Дякую. Ученые, исследовавшие влияние свинца на здоровье человека, уже давно знают, что свинец крайне опасен для здоровья человека.
На эту тему проведено много исследований, получено много результатов. Они уже опубликованы давным-давно. Наибольше в этом преуспели американцы, потому что для них это было очень острой проблемой, особенно в 70-е, 80-е годы, когда атмосферный воздух Америки сильно загрязнялся автомобильными выбросами. Но, к счастью, уже в Америке с 86 года, у нас с 96-го автомобили в выхлопных газах свинец не выбрасывают. Вот. Ну а для того, чтобы определить, насколько опасен в условиях именно Беларуси, именно, допустим, в вашей деревне, свинец, который может быть в атмосферном воздухе, там, в воде, в почве, можно провести очень простые, доступные на данный момент исследования. То есть мы знаем, что в городе Белозерск работает завод, который перерабатывает бэушные аккумуляторы. Он там работает уже с 2012 года. Я, кстати, обратился в наш облздрав с предложением провести исследование содержания свинца в крови жителей Березовского района, хотя бы в радиусе 5 километров от этого завода в Белозерске. Потому что мы долго можем считать, предполагать, сколько свинца оттуда вылетает, как он распределяется, не распределяется. Но в конце концов, то, что для нас важно, это как он влияет на здоровье людей. И самым объективным был бы анализ на содержание свинца в крови. Почему именно в 5-километровой зоне? Ну, это наиболее близкое и наименее затратное исследование. То есть можно исследовать весь Белозерский район, потому что этот свинец разлетается в радиусе около 30 километров. К сожалению, облздрав на мое предложение ответил отказом. Если говорить коротко, он не считает необходимым это делать. Он делает только то, что положено по закону, обследует людей, которые работают на этом предприятии более 5 лет. Но в самом деле я точно знаю, что анализ крови у них не брался. У них брался другой анализ мочи, косвенный. Не на содержание свинца, на содержание аминолевулиновой кислоты. В чем минус этого анализа? Работник может принести на анализ мочи любую жидкость. Никто не проверяет, что это за жидкость и кому она принадлежит. Анализ бы крови, взятый в лечебном учреждении, гарантировал бы большую достоверность результатов. Еще я у облздрава спрашивал, как изменилась заболеваемость онкологии в Брестской области и в Березовском районе, где уже более 5 лет работает завод по переработке бэушных аккумуляторов. И просил провести именно пространственный анализ, в каких местах, в каких регионах она возросла или снизилась. В результате облздрав мне отвечает, что при анализе заболеваемости населения Березовского района за 2018 год установлено, что в районе, как и в Брестской области и в Республике Беларусь в целом, отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями по сравнению с 2017 годом. Структура первичной заболеваемости злокачественным новообразованием в Березовском районе соответствует областной. То есть ответ не по сути. То есть они рассказывают о том, что она везде выросла, но не говорят, насколько и где. Чтобы установить причину, надо проводить исследования. А что еще изменилось в тех районах, где выросла заболеваемость онкологии, и устанавливать причинно-следственную связь. То есть самый простой способ был бы проверить, вокруг завода Битсплава у людей увеличился уровень свинца в крови или не увеличился? Вокруг завода Битсплав в Белозерске у людей увеличилась частота онкозаболеваний или не увеличилась? Изменилась структура или не изменилась? Вот они пишут, что структура не изменилась заболеваемости, а
про чистоту как-то умалчивают. Почему можно предполагать взаимосвязь между онкологией и загрязнением свинцом? Свинец – это универсальный каталитический яд. Он убивает все катализаторы, как которые работают в промышленности, так и те катализаторы или ферменты, которые работают внутри нас. То есть все наши ферменты начинают работать хуже. И это отражается на организме в целом. У мяне пытанне да ўлада. Улад, вы живете у Булькова. Живете там каля рэчкі на берагавой лініі, там рыбу ловіце, не ведаю, пшол там пасёце. А што вы робіце, як вы ратуетесь? Чи вы ж там будете вы там жить, чи не? Я не могу продать тот дом, в котором я живу, в деревне Булькова. Но у меня есть возможность вернуться в родительский дом в Бресте, который находится не в 2 километрах от завода, а значительно дальше. Хотя это и не решение проблемы, но уменьшает мои риски в ближайшее время отравиться свинцом. Это не значит, что я перестану обращать внимание на деятельность этого завода. Это просто позволит мне вести борьбу с меньшей опасностью для своего здоровья. На гэтым наша перадача падышла до конца. Жадаю вам усім добрага здароўя. Калі у вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на нашу электронную скрыню. Свае меркаванні абавязкова пішыце ў каментарах. Не забывайце ставіць падабайкі, рэпосты. Гэта будзе штурхаць наше відэо ўверх. Беражыце сябе. Сустрэнемся хутка зноў. Белорашан, crazy and so fine. Белорашан, vodka and cheap wine. Red and green and constitution. We don't need a revolution. Белорашан, crazy and so fine. Белорашан, vodka and cheap wine. Red and green and constitution. We don't need a revolution.